Димка резал курицу, я капусту разбирал, а Руслан лук шинковал. Хоп! Браво! Браво! Лук нашинковал. Здравствуйте, уважаемые телезрители! И сәлеметсіз, қадірлі дуслар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас интереснейшие гости. Заслуженные артисты Республики Татарстан, актеры Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков и Дмитрий Язов. Есть роли и гастроли, успех чего же более, слава богу, что никто из нас в жизни не осмелится накинуться на мельницу, имея на голове дырявый таз. Друзья, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вы очень здорово, очень весело ворвались в нашу передачу. Я уверен, что сегодняшний выпуск будет весь вот на таком каком-то позитиве, да, или нет? Да, но гости обычно приходят с подарками, и я думаю, что как раз с подарков и начнем. Вы нас пригласили на вашу работу, мы приглашаем вас на нашу. А мы с удовольствием Поэтому пригласительный к нам в театр. Спасибо вам огромное. Вот, Спасибо. но это еще не все. Еще не все? Конечно. А вот у нас есть актриса, которая решила заняться фото. Нас, актеров, переодевал в каких-то известных личностей, которые так внешне похожи. И вот календарь тоже выпустили специальный. Там актеры нашего театра и первоисточники. На каждый месяц свой актер. Вот такой вот календарь. Так, ох, здорово. Дмитрий, серьезно? Слушайте, ну это очень похоже. Реально, это очень похоже. Дмитрий, Арсений, ну что мы сегодня будем готовить? Скажите, пожалуйста. Наверное, готовить начнем то, что готовится быстро. Вот видите, куриная грудка, цветная капуста и салат. Что-то очень полезное. Да, здорово. Дмитрий, давайте так уж командуйте вы тогда. Что нам с Арсением делать, как мы можем вам помочь? Ну, Сене дадим задание простое. Сень, вот тебе цветная капуста. Ну ладно. Разбери ее на соцветие. Непростое. Я думаю, что вам Так. слезливые самые занятия. Лук. Порежьте. Лук. Кубиками, кольцами, перышками, чем? Вы можете, это для соуса, вы можете резать как угодно, потому что он потом, после пассировки, он блендером. Все, понятно, окей. Слушайте, друзья, ну опять же, вы как ураган ворвались просто в нашу студию, и я понимаю, что... Я по вашему даже разговору, по вашему общению, я понимаю, что вы знакомы уже, такое ощущение, что 1000 лет вы знакомы, мне кажется, нет? Ну, 1000, не 1000, и мы можем назвать точную дату, когда мы знакомы. Мы знакомы с 93-го года, с времени поступления в театральное училище. То есть мы поступили на один курс и проучились там 3,5 года, и до сих пор работаем в театре. Я закончил! С 93-го года, ничего себе. А вы закончили Казанское театральное училище, так ведь? Да. Дмитрий Язов, заслуженный артист Республики Татарстан, актер Казанского государственного театра юного зрителя. Родился в Казани, окончил Казанское театральное училище. В 1996 году принят в труппу театра юного зрителя. В его репертуаре около 40 ролей. Бабс Баберли в спектакле «Здравствуйте, я ваша тетя». Маэстро Джельсаминов в «Стране лжецов». Чубасов в спектакле «Любовь людей». Кот в сказке про кота и про любовь и многие другие. Также у Дмитрия был опыт работы в кино и на телевидении. Мастера у нас Владимир Александрович Бабков и Татьяна Михайловна Корнишина. Так. Мы были их первый совместный набор. Это, то есть мы их первенцы общие. И как приятно осознавать, наверное, так вот скромно скажу, что, наверное, первый блин получился никому. Знаете, какая интересная штука? Что для нас действительно вот так получилось, что они были как... Мы все юные были совсем. Вот, я лично поступал вообще в 15 лет, и мне 16 только исполнялось уже на первом курсе. Арсений Курченков, заслуженный артист Республики Татарстан, актер Казанского государственного театра юного зрителя. Родился в Казани, окончил Казанское театральное училище. В 1996 году принят в труппу театра юного зрителя, где сыграл около 40 ролей. Кроме того, он является автором и исполнителем. Им написано более 200 песен. Он лауреат международного конкурса актерской песни Андрея Миронова, а также победитель открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йылдызлык». Наши мастера для нас действительно были как мама и папа, и сейчас мы, собственно, их так называем. Потому что, во-первых, мы такие первенцы, их именно, потому что Татьяна Михайловна Корнишина до этого уже курс выпустила.
Вот. А Владимир Александрович, это вообще для него был просто дебют, получается, такой. И он, конечно, был очень здорово настроен сделать действительно, когда он приходил измотанный, мы мучили, конечно, его. Что делать? Ну, Вот, были маленькие, Такие мы студенты. злобные, но при этом, наверное, все-таки мы были отзывчивы довольно, но при этом мучили, конечно, здорово. И когда супруга Владимир Александрович спрашивала, ну что ты делаешь? Ты что, заслуженных артистов, что ли, растишь? Он говорит, да, в принципе, Да. так и получилось. заслуженных артистов. Получилось так, что вот, да, что у нас гримерка, у нас там Алексей Зильбер, Павел Густав, вот, Дмитрий, я, и мы вот уже получили звание, как бы, ну, вот все там сидим, такие заслуженные в одной гримерке. И все однокурсники. А как вообще у вас в театре атмосфера? Ну, и как вы принимаете, скажите? Новеньких? Ну, вы знаете как, принимаем хорошо, а потом дальше уже судят же по делам и поступкам. Ага. Но это не должно влиять никоим образом на работу. Вот на сцене ты должен делать то, что ты должен делать. На самом деле есть еще такое, как бы, у нас понятие, ну, везде оно есть, как преемственность поколений, потому что нас принимали старики наши, которые сейчас уже работают, очень здорово. Вот мы в 96-м году пришли, в 97-м к нам присоединились остальные актеры. К 27 марта, ко Дню театра, устроили капустник. И вот капустник и посвящение нас в актеры. Вот это было вот интересно. Насколько, то есть вот независимо от возраста, независимо от регалий артистов, они сделали нам праздник. Слушайте, ну я так понимаю, капустник это же такой экспромт некий, да? А мы Не-не. можем без подготовки сейчас Да-да. что-нибудь от вас Да? такого? Тудын, и увидите. Ну, давайте попробуем. Экспромт, да? Так, да. Ну вот чисто экспромт. Сейчас никто не режет, не работает, да, получается? Димка резал курицу, я капусту разбирал, а Руслан лук шинковал. Браво! Нашинковал. Мы можем, кстати, продолжать, а вы можете рифмовать. Мне нужно же обжарить лук сейчас, да? Да, конечно. То есть, Все наши действия. Сеня, торжественно озвучивай, а мы пока забросим капусту сразу. Сейчас. Весело бурлит кипяток, весело бурлит кипяток. Димка цветную капусту туда положил. Сейчас зашибит лучок, сейчас зашибит лучок, ой, хорошо, ой, хорошо. Это просто гениально. Арсений, это гениально, реально. Просто так работать куда веселее. Слушайте, я предлагаю. Да. Это реально гениально. Ну что, друзья, лук у нас пожарился, цветная капуста у нас все готово. Что делаем дальше? Ну, Дмитрий? делаем дальше. Арсений сейчас забьет яйцо и будет обмакивать капусту в лизон, а потом панировочные сухари и укладывать в противень. Вы Так. продолжите заниматься тогда соусом. Так. Туда надо добавить немножко аджики, ложку томатной пасты. И, Прям сюда? Да, прям внутрь. Не вопрос. По Вот. одной Ну, ложке, а я да? тогда поставлю жарить уже курицу. Ну что еще интересного вы можете рассказать про театр? Про ваш именно театр, в котором уже столько лет работаете? Мы просто говорили про преемственность, да, поколение и все прочее. Дело в том, что мы пришли в театр в очень непростое время, потому что театр, как вы знаете, в 95-м году сгорел. Так. Вот, Борис Цейтлин, в то время получивший с театром «Золотую маску», уехал. В общем, театр был, часть артистов тоже уехала. И вот в это время нас 8 человек Соли можно кинуть? взяли в театр. То есть получается, что мы поколение, которое прямо пришло и ну, сразу образовало какой-то пласт. То есть в данном случае, наверное, артисты
уже более опытные и взрослые, нам, конечно, здорово помогали, и в это непростое время, конечно, вы знаете, был еще такой стимул. То есть стимул. Мы ездили по ДК, по садикам, по школам, по всяким городам и весям, вот, но при этом был стимул дождаться своей сцены и наконец-то на своей сцене сыграть что-то. Это было, конечно, тяжело, но при этом это было здорово. Дмитрий, что с молочком? Сливки, это сливки, это не молоко. Сливки, это разница большая. Так. Вот, добавляем Прям туда, полностью? Да, конечно. Все. Слушайте, я могу руками Это- прям... Нет, руками это проще, давай. Ну, Арсений, я все-таки знаю, что ты уезжал из Казани и работал в другом театре. Нет? Нет, Как так получилось-то? Нет, я уезжал. Дело в том, что так сложились обстоятельства, что я пробовался в Москву, и меня взяли в театр Стаса Намина. Театр Музыкальный. Театр мюзикл, да. Они там в основном там «Иисус Христос Суперстар». Я всегда хотел как бы побольше музыкальных спектаклей. У нас не было такого количества, которого бы мне хотелось, наверное. Но когда Рассказывай, я в Москве мне сказали, Стас Намин сам мне назвал сумму. То есть меня взяли туда, все, я там прошел несколько кастингов. Назвал сумму зарплаты, я даже не буду сейчас говорить. Я подумал, у меня в Москве никого нет, как я буду? Это еще деньги, 3 месяца вы на эти деньги как-то сможете, наверное, прожить. Как? Нет, невозможно. А так как получилось, что я вроде прошел и озвучил в театре, что я ухожу. И нужно было, ну, как-то что-то делать и что? А? Мы готовы, я отправляю, пока рассказываешь. Да насколько мы отправляем это? Я думаю, что минут на 15. Минут на 15, хорошо. Ну и так, так как я уже озвучил, театральный мир, он на самом деле очень тесен. И общественность самарская в данном случае узнала, что такой-то артист уходит из Казанского ТЮЗа, поющий. И меня пригласили в драму сначала, в самарскую, на роль Грея в «Алые паруса». Я поехал в Самару. Кстати, я попал в «Алые паруса» на другую роль, но взял меня Самарт. Тоже такой знаменитый, очень хороший, классный театр, вообще известный в России, Самарт, это ТЮЗ самарский. Так. Ну и вот я уехал, я не жалею о том, что я уехал, я замечательный сезон провел, то есть я работал, там 9 названий, что ли, у меня было только по спектаклям, и это было все в 3, аж, получается, основной это был Самарт, и еще я работал «Алые паруса» в драме, и спел даже Трубадура, по известной сказке Ливанова и Энтина, Трубадура спел в опере, получилось там, в Самарском. Ну, в итоге вернулся обратно в Казань. Друзья, мы отправили капусту в духовку минут на 15, в разогретую уже, да? Курочка у нас готова. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламу, а после этого вернемся и продолжим. Куриная грудка с цветной капустой. Филе куриной грудки натерли солью, перцем, копченой паприкой и обжарили на сковороде на растительном масле до румяной корочки. Для гарнира цветную капусту разобрали на соцветия и отварили в подсоленной воде. Затем в одну миску насыпали панировочные сухари, в другой миске взбили 2 яйца. Отваренную капусту сначала макали в миску с яйцом, а затем обваливали в панировочных сухарях. Подготовленную таким образом капусту выложили на противень, сбрызнули растительным маслом и отправили в духовку на 15-20 минут. Отдельно приготовили соус. Для этого измельчили репчатый лук, обжарили в большом количестве растительного масла, затем добавили аджику, томатную пасту, сливки и взбили при помощи блендера. Дорогие друзья, программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс «Лучший народный рецепт». Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Видеорецепты и презентации своих любимых блюд загружайте в нашу группу ВКонтакте до 31 августа. В сентябре мы определим 2 финалистов с помощью зрительского голосования и пригласим их к нам сюда, в нашу студию, где они будут сражаться за звание победителя в конкурсе «Лучший народный рецепт». Всем участникам я желаю удачи, а все подробности смотрите в нашей группе ВКонтакте. Друзья, мы вернулись. Это «Секреты татарской кухни». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях актеры Казанского ТЮЗа Дмитрий Язов и Арсений Крученков. Затянулся рассвет, не беда, тут и да-да. А на сердце тоска, словно лопнула лампа. Пара сигарет, больше мне и не надо.
бьется у виска, сердце словно карась на песке. Просто это к теме, ну, рыбы, карася тоже же можно пожарить. Там, ну. Ну, я думаю, что... Арсений, это ваша собственная песня или нет? Да, это моя собственная песня. Арсений автор-исполнитель своих собственных песен. А Дмитрий, вы поете или нет? Я... Пою. Да, чужие. Итак, Дмитрий, мы пожарили курочку, у нас капуста уже готова. Что делаем дальше? Делаем дальше салат. Потому что обед, ужин без салата. Это Прекрасно, как-то- прекрасно. Распределяем, давайте обязанности. Сеня, ты разбирай на листки айсберг. Вы займитесь лучком. Лучок, мой любимый Да. лучок. Ну, а я займусь редисом и яблоком. Хорошо. Лучок соломочкой. Я думаю, А вот что... большой такой вот, его оставлять такой вот? Просто... Да, оставь такой. Потому что салат вообще рвут руками. Я знаю. Так, друзья, ну расскажите мне, пожалуйста. Вы знакомы с 93-го года. Вы играете наверняка в одних спектаклях. Да? Как вы вместе на сцене? Нормально? Нет соперничества какого-то, нет? Соперничество. Что нам соперничество? Мы абсолютно разные люди. Так. Мы только единожды с Сеней играли одну роль в спектакле, то есть были на одной роли. Причем это было действительно очень, очень удивительно, потому что мы сами никогда не предполагали, допустим, участие там в училище, что мы будем на одной роли, когда бы то ни было. А тут вот так получилось. Ну, это у было вас один раз. типажи разные. Была такая сказка, она называлась «В огне не горит, в воде не тонет», и мы играли солдата Игната. Оба. Да. Сказка получилась на хорошее, не то, что в воде не тонет, а хорошее. Скажите, а есть у вас какая-нибудь роль, которая запомнилась вам больше всего? Это не обязательно любимая какая-то роль, просто роль, которая оставила какой-то след в душе, в сердце. Ну, любимая роль — это та, с которой я пришел в театр. Какая? Это был такой спектакль «Неугомонный дух», и там вот сидели мы с Леной Калагановой теледикторами, и мне довелось там говорить на английском языке. Арсений, ну что, Да, вы да. вспомнили историю какую-нибудь забавную, нет? Да-да, я вспомнил. Я не стал ходить далеко. Так. Там, в воспоминания куда-то уходить. Дело в том, что вчера мы играли спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя». Кстати, вот тетя вот рядом со мной стоит. Вот. Серьезно? Мы с Виталием Дмитрием, замечательным артистом, вот, играем, значит, людей, которые все это придумали, собственно, сделали его тетей. И так как мы играем спектакль очень давно, там есть такой текст. Единственным наследником ее, когда он читает, ну, в общем, неважно, единственным наследником является студент Чарли Уэйком. Я это говорю, читаю и говорю про Виталия. Ну, мы же далеко не студенты, как вы понимаете, внешне. Ну и внутренне, собственно. И, значит, я думаю, что бы ему такое придумать? Я говорю, единственным ее наследником является доцент кафедры естествознания, ну, Кембриджского университета Чарли Уэйком. В общем, артисту было смешно, и людям, которые были за кулисами, тоже было очень смешно. Это была такая подстава просто, да? Ну, я помню вот, опять же, историю давнюю, с «Неугомонным духом». Георгий Зурабович Цхайрава только-только пришел в театр, и мы играли этот спектакль достаточно успешно, хорошая комедия. И вот там спектакль происходил 1 апреля. Так. И вот этот первоапрельский, ну, сами понимаете, День дураков. И вот первоапрельский спектакль мы решили пошутить. Я, поскольку дикторы, вот мы сидели, начиналось так, то есть я начинаю «The Campty Company», то есть на английском меня девочка переводит, Лена Калаганова, вот. И ради интереса мы решили так. «Казан ешлери театр курсеты». То есть я говорил на татарском, а меня на русский переводили. То есть, ну, такой, для нас это такой смех, причем все так неожиданно смотрели. Забавно, забавно. Так, мы это туда все кладем? Нет, мы кладем туда только лук. Хорошо. Потому что зелень мы оставим для украшения. Я предлагаю вам еще поработать. Да, давайте. Буквально давайте. на половинке. И так вот этот черри. На половинке. Да, тоже ломай давай. Айсберг. Вот, видишь, я Вот, ждал ломай задания. айсберг. Все нарезаем, нет, Дмитрий? Ну как, давай все. Давайте все.
Так, салатик нарезали, надо сделать заправку. Дмитрий, с чего делаем заправку? Заправка очень хорошая для такого салата. Это растительное масло и лимонный сок. Это идеальная заправка, которую можно подсолить, чтобы уже салат не солить. Вот. Растительное масло, лимонный сок. Арсений, а вы пока расскажите о планах театра. План театра. Вы знаете, на самом деле громадье. И это не просто слова. 2 премьеры. Мы откроемся «Капитанской дочкой» и спектаклем «Зимняя сказка». Соответственно, Ильгиз Зайниев и Туфан Рифович Мамудинов, который является главным режиссером, естественно, театра. Потом предстоит много гастролей. И еще у нас сейчас такая очень интересная штуковина пошла, то есть мы ее придумали, это квартирники. В Казани этого, кроме нас, в театре никто не делает точно. Так, это будет прямо в театре проходить или нет? Это проходит уже в театре 2-й год. Мы уже, наверное, порядком 6 квартирников сделали. Это такая уютная атмосфера. Ну, вы сами, наверное, представляете, что такое квартирник. Это Да. вот такие песни, посиделки, разговоры о очень чем-то. дружеская, хорошая такая Да, атмосферка. так как сезон значит, открывается у нас раньше, и уходим мы в отпуск раньше, а сезон открывается в начале августа. Так. И мы хотим открыться именно вот этим самым квартирником, который будет называться «Квартирник Двор». Это будет наша новая, как бы освоенная наша территория около театра, прямо около входа нашего. В общем, пока даты нет точной, но это будет точно в августе. И во дворе. Во дворе, да. В сентябре мы уже открываем сезон 2 премьерами. Ну что, уважаемые друзья, на самом деле мы уже все подготовили. И буквально через секунду мы будем это все пробовать. Овощной салат. Огурец, редис и красный лук нарезали полукольцами, яблоко соломкой, помидоры черри на половинки, салат айсберг нарвали руками на небольшие кусочки. Для заправки сок одного лимона смешали с растительным маслом, приправили солью и перцем. Все подготовленные ингредиенты положили в глубокий салатник, полили приготовленной заправкой и хорошенько перемешали. Мы приготовили еду! Мы приготовили еду! Мы приготовили еду! Цветную капусту! Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня актеры Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков, Дмитрий Язов, ну и я, ведущий Руслан Сабиров. Секреты татарской Давайте пробовать, что мы приготовили. Слушайте, выглядит это невероятно аппетитно. Такие ароматы. Давайте пробовать все. Попробуем. Я замолкаю, мы просто пробуем. Макните в соус. Обязательно, обязательно мы все это макнем в соус. Ну как? Мне нравится, я не знаю, как вам. Нет, Том здорово. Класс. Не, круто вообще. И вот это. Это очень вкусно. Дмитрий Арсеньевич, это действительно очень и очень вкусно. Хрустящая капуста, она просто невероятна. Ну и соус, без него бы просто не было бы ничего, мне кажется. Мне нравится, что он простой. Он просто... И делал его я. Друзья, давайте теперь пробовать салат уже, в конце концов. Давайте. Ну, такой простенький. Как называется, кстати, салат у нас? Вы же придумали, что Дмитрий, ли? да. Дима. Так, я говорю, вы переводите, да? Хорошо. Пускай это будет летняя красота. Жайге Мантурлак. Прекрасно. Звучит хорошо. Звучит прекрасно, а на вкус еще лучше. Очень классно такой летний вкус. А все это в совокупе вообще идеально. Дмитрий, Арсений, спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости, поделились секретами своей театральной кухни. И приходите к нам обязательно еще раз. Ждем. Спасибо, обязательно. Ну и не можем, конечно, мы с вами попрощаться, но не услышав еще одну прекрасную песню в вашем исполнении. Из нашего спектакля авторская музыка. Гаснут на сцене краски, Прощание миг настал, но в сердце остался сказки. Праздничный карнавал, праздничный карнавал, праздничный карнавал. Друзья,
обязательно приходите к этим талантливым людям на спектакле. И не забывайте, конечно, смотреть нашу передачу каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Секреты татарской кухни. Всего доброго, до свидания. Сау было вас. Пока. Пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Batları xanı başları, yük temli hem faydalı.